Я пришла домой. Покушали мы все, пообедали, муж уехал. Старшая дочка у нас на работе была, она в 6 часов приходит с работы. Я прилегла, чтобы отдохнуть. Тут смотрю, было это около 6 часов вечера. Дети забегают, Севиля Суряне говорит, она у нас горит на кухне что-то. Я встала, выбежала, смотрю, горит проводка от рубильника, и выше оно пошло на багет, а с багета пошло на натяжной потолок, это начало все таять, гореть, занавески начали гореть сразу. Я начала кричать в окно: помогите. Хотела что-то там воду взять, потушить, но было невозможно. В течение 5 минут мы были в доме. Вот оно уже начало, вот все, вот едкий дым поднялся. Я уже когда выбегала с дома, уже был едкий дым, невозможно было дышать. Я сразу побежала за документами. Они у меня были в спальне, в тумбочке. Дети выбежали через окно обе, Уряне с Севили, а я схватила документы. И вот прямо вот под дверью по выходу я выбежала на улицу. Уже этот сосед наш Крем тоже подбежал, говорит, мол, дома кто-то есть еще. Я говорю, нет, мы вот, дети выбежали оттуда, я сюда. Сразу же я прозвонила службу, как она, экстренная служба называется, по 112 номеру. Позвонила, они сразу приняли звонок. Буквально через 10-15 минут пожарные уже были все здесь. Это замкнула проводку. Прямо вот от рубильника шел, видно, вот как вот провод идет в стене. Вот так вот она начала гореть и на багет. Вот именно кухня начала гореть сильно очень. У нас там еще и газовая плита, но баллоны у нас были в гараже. Вот это еще спасло, что не взорвался газовый баллон. Чтобы мы вот могли это в ближайшее время закончить, хотя бы чтобы жить здесь. Я не думаю, что прям все досконально, хотя бы закончить дом и вселиться, чтобы мы все вместе в нашем доме жили.